Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии гости, и я рада их представить. Сегодня в нашей студии региональное отделение Народного фронта в Республике Саха-Якутия в лице руководителя Дмитрия Панькова. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана и все радиослушатели. Рада вас видеть. Также сегодня в нашей студии Елена Анисимова, предприниматель, юрист и директор строительной компании. Верно. Здравствуйте. Дмитрий сегодня уже традиционно не только руководитель регионального отделения Народного фронта по Республике Саха-Якутия, но и мой соведущий. И наши слушатели и зрители уже знают, что если Дмитрий Паньков в студии, значит тема будет актуальная и эфир будет полезный. Спасибо. Очень на это надеюсь, что радиослушателям очень интересны те житейские проблемы, с которыми сталкивается, в принципе, наше региональное отделение Народного фронта. Точно интересно, потому что, Дмитрий, когда вы мой соведущий, то у нас есть звонки от наших слушателей и зрителей. Я думаю, сегодня тоже к нам присоединятся те, кому тема строительства, частного строительства в нашем городе интересна. 32 00 66, 32 11 66. Ну и можем пригласить, наверное, к нашему эфиру тех людей, кто строит дом или кто планирует его строить. Конечно. Чтобы узнать о всех подводных камнях и о всех законах, напомнить, да. И, ну а что может быть интереснее, чем построить дом? Разве что родить сына, но сегодня мы не об этом. И посадить дерево. И посадить дерево. Дмитрий, с удовольствием передаю вам слово с благодарностью за организацию сегодняшнего эфира. А сама буду следить за временем и внимать информацию, ту, которую вы сегодня подготовили для меня и для наших слушателей и зрителей. Спасибо большое, Светлана. Действительно, в Якутии в самом разгаре строительный сезон, и это касается не только строительства многоквартирных жилых домов, различных социальных объектов. Это, конечно же, касается, что стало очень актуально и всегда, в принципе, было актуально у нас в Якутии, это строительство частного дома. И мы прекрасно знаем, насколько это стало актуально благодаря господдержке, которая на сегодняшний момент имеется. Но хотелось бы еще буквально отвлечься на минутку от темы строительства частного жилого дома и напомнить нашим телерадиослушателям о том, что помимо строительства МКД и ИЖС, сегодня у нас активно продвигаются все общественные пространства в Республике Саха-Якутия, строятся. И сейчас... МКД это? Многоквартирный жилой дом. Спасибо. Вот. И сейчас в рамках национального проекта благоустройства общественных пространств идет, и идет голосование. Действительно, в этом году будет выбрано 3 объекта только по городу Якутску, и поэтому на сегодняшний день волонтеры работают в нашем городском парке, и я всех, пользуясь случаем, призываю подойти в парк и проголосовать за понравившийся объект. И у нас подготовлен ролик, я думаю, мы его посмотрим, и горожане поймут все воочию. Давайте. Чуть-чуть нас просят режиссеры подождать, и я думаю, что будет интересно посмотреть ролик, потому что можно прямо сейчас, да, воспользоваться этой информацией, и осталось-то всего там до конца голосования 3 дня. 3 дня, у нас да. заканчивается через 3 дня голосования. Поэтому посмотреть сразу же можно подойти, либо в планы ближайших дней. Да, хорошо. Ну, тогда вернемся к нашей основной теме. Это действительно строительство частного дома. Мы с Еленой уже общались на эту тему, и действительно тема показалась очень важной, оказалось очень много вопросов у людей и обращений граждан, в принципе, в Народный фронт, потому что очень много подводных камней. Перебью, ролик готов, поэтому рулите как лучше, чтобы мы ролик посмотрели. Да, давайте сегодня уже закончим с тем, мы что в начали. Парке, Да. проводим голосование среди горожан. Сегодня до обеда у нас уже проголосовало более 50 человек. Это очень хорошая цифра. Мы благодарим всех горожан за проявленную инициативу. Дальше у нас палатки продолжают работать с волонтерами до 6 вечера. Мы ждем вас. Вы можете подойти в городской парк и проголосовать за понравившийся проект общественных пространств.
Действительно, вот такие радушные волонтеры могут помочь каждому жителю республики проголосовать за понравившийся объект. Ну и возвращаясь к основной теме, мы говорили про подводные камни, и в принципе надо в первую очередь, наверное, поговорить о дальневосточной ипотеке. Итак, вот, Елена, подскажите, кто может получить у нас дальневосточную ипотеку для строительства частного дома? Ведь это довольно-таки нововведение. Дальневосточная ипотека появилась раньше для покупки и приобретения жилья в многоквартирном жилом доме. И только потом, благодаря усилиям государства, действительно появилось право у людей взять дальневосточную ипотеку для строительства частного дома. Так кто же обладает этим правом? Только мы информационный у нас контент, мы никакие банки ничего не рекламируем. Я просто свои 5 копеек вставляю. Это да. Конечно, да. Есть такая прекрасная возможность у медицинских работников, у работников педобразования, да. Также есть IT, тоже они подпадают под ДВИ. И молодые семьи, которые не достигли 36-летнего возраста. Вот. Туда входят также только заключившие брак, либо один родитель с ребенком. Ну вот. Я думаю, что такая прекрасная возможность осуществить мечту о своем доме, особенно часто. А какие-то возрастные ограничения для педработника, для медицинского работника? Нет. То есть там усмотрение стаж банка, должен быть от 3 месяцев. Последние это сведения, да, от 3 месяцев. И здесь поправки внесли в прошлом году. Когда клиент берет ипотеку, получается, дальневосточную, именно по льготной программе, он должен отчитываться в течение 6 месяцев о том, что он работает до того времени, пока он не закроет ипотеку. Елена, ну и всегда наболевший вопрос, сколько стоит дом построить? Я говорю не о заоблачных фантазиях любого человека. Конечно, мы хотим, чтобы это жилье было максимально роскошное, максимально качественное, но все же вот в рамках среднестатистической какой-то, да, величины, сколько необходимо закладывать себе в голове, понимать, на что рассчитывать, сколько должен быть первоначальный взнос. Ну, то есть вот средняя цена такого средненького дома, ну, скажем, чтобы он был так в целом трехкомнатный, наверное, да, что-то в этом роде, с кухней. Почему, кстати, и стал популярен частный дом в последнее время, мало того, что у нас появилась такая господдержка и возможность, цена квадратного метра намного меньше, чем приобретение в многоквартирном жилом доме тех же метров. Вот как на этот вопрос, как специалист, вы можете ответить? Конечно, частный дом построить выгоднее, но мы должны понимать, да, что когда ты живешь в квартире, все-таки там есть управляющая компания, которая управляет придомовой территорией и так далее, да. Твои права заканчиваются за твоей дверью. Вот. Что касаемо именно частного дома, твои права заканчиваются за твоим забором. Вот. И все, что касаемо твоего участка, 10 соток, ты должен обслуживать и организовать самостоятельно. Но землевладельцы — это вообще, я думаю, дорогое удовольствие на самом деле, да? Но за счет квадратного метра, который сейчас предоставляет государство, такая льготная ипотека, это, конечно, выгоднее намного. Вот. Цена варьируется от 5 миллионов. У нас в Якутии, допустим, да. А квадратный метр в среднем Квадратный выходит? метр сейчас требования банков от 60. Не то менее. Есть меньше не построишь. Вот видите, уже нельзя. Такой подводный камень. И, Елена, подскажите, с какими еще подводными камнями людям приходится сталкиваться при строительстве частного дома, при поиске подрядчика? Очень это, я думаю, важный вопрос, потому что в последнее время, мы знаем, появились всякие мошеннические схемы. В последнее время есть уже ряд обращений обманутых, ну теперь уже не дольщиков, а заказчиков. Вот Верно. по этой проблеме. Я от знакомых, от своих, извините, знаю, кто строил дом, проблемы вот провести газ, что там что-то вообще... Коммуникации. Да, что там вообще прям очень сложно. Насчет газа, да, но мы сейчас говорим о подрядчике, верно? Да, сейчас в первую очередь здесь, как чтобы выбрать? не стать... Сейчас банки проверяют подрядчиков, если они работают в рамках льготной ипотеки.
Вот. А для того, чтобы воспользоваться льготной ипотекой, нужно будет выбрать из тех подрядчиков, которые аккредитованы в банке. Вот. Именно сейчас в этом банке, которому берется ипотека, или есть какой-то общий реестр? Да. Именно в том банке, который вы определяете для того, чтобы воспользоваться ипотекой. То есть, уважаемые радиослушатели, телезрители, надо обратить обязательное внимание, что подрядчик должен быть в реестре банка. То есть он уже должен изначально согласовать свои услуги с банком. Это верно, да. Если он работает в долгую, он должен пройти все процедуры по аккредитации. Это довольно-таки на сегодняшний день проблематично. Да, ты должен доказать о том, что ты уже работаешь в долгую. У тебя должны быть договоры подряда за последнее время исполненные. Плюс там нужно доказать о том, что они действительно построены. Ну, в общем, там, проверяют хорошо. Ну и смотрите, в любом случае банк, он помимо того, что вносит в реестр застройщика, да, он еще в любом случае как-то страхуется. Вот может какие-то дополнительные скрытые платежи бывают помимо первоначального взноса у клиента, так сказать, банка запрашивается. Такие есть какие-то моменты? Нет, на сегодняшний день именно все такие моменты уже проработаны, скажем так, да. Именно на сегодняшнее число, 9 июня, именно каких-то скрытых платежей банки не требуют, точно скажу. Да, ранее были такие слухи, ходили, но давайте не будем об этом говорить. На сегодняшний день все чисто, прозрачно и абсолютно спокойно можно работаем по факту, не будем забегать вперед, да? Потому что, действительно ходят различные слухи, что какие-то залоги появятся, еще что-то появится. Возможно, это механизмы какие-то именно для банка. Ну, а сама страховка? Залоги будут, залоговое имущество будет требовать с 15 июня. Для того, чтобы подать заявку с 15 июня, нужно будет иметь залог на сумму кредита. Помимо первоначального взноса? Помимо, конечно, да. То есть я полностью должен обеспечить кредитную массу своим залоговым имуществом? Конечно. Тогда заложить квартиру, пока строишь дом. Да, прекрасно. Но эта квартира не должна быть именно в обременении. Она не должна быть в ипотеке. Это же вообще ставит ты должен быть собственником возможность. А если не приватизированное жилье, то нет? Нет. Нет, конечно, оно же не является собственностью, конечно, да. То есть, получается, действительно, с 15 июня в мой день рождения станут такие проблемы. Кстати, это действительно важная информация, поэтому я думаю, что люди, у которых на сегодняшний день есть уже одобренная ипотека, или же успеваем одобриться до 15 то, я июня, думаю, нужно этим воспользоваться, потому что, это как минимум машина в любом случае уходит под залог, если у человека нет квартиры. А кто сейчас до 15-го успеет, они могут обойти. Просто первоначально могут обойти, да. Какой полезный эфир, как всегда, когда Дмитрий Паньков. Мы же знали, какие острые темы обсуждать. Поэтому хорошо, что мы об этом заговорили. Это здорово, да. Так что успеваете, особенно медицинские работники, которые в образовательном, вот те, которые подпадают под ДВИ, обязательно нужно подать, воспользоваться такой возможностью. А у работника IT-сферы у него также 2%, также дальневосточный, или там чуть-чуть другой процент? 2%, но там смотреть категорию надо. Там некоторых уходит почему-то на 6%. Я точно не могу сказать, это надо смотреть при подаче. Вот ничего сейчас, кого-то что-то вводить в заблуждение я не буду. Тут, наверное, большой плюс, такой ипотеки, то, что ты не переплачиваешь, потому что раньше, если ты покупал квартиру, и брал эту сумму в банке, то по итогу ты как бы 2 раза платил за эту квартиру. Тут почти рассрочка. Тут практически, ты не переплачиваешь ничего, Это такая великолепная возможность от государства получить эту льготную ипотеку, я считаю. И мы говорили о том, что бывают различные мошеннические схемы, мы как-то с вами тоже общались на эту тему, о том, что всякие схемы предлагают риэлторы, предлагают там дом, который снят с кадастрового учета, заново его купить, заново регистрировать. Кто занимался покупкой дома, я думаю, они сталкивались с этими проблемами. И расскажите, это действительно рабочая схема или это что-то уже из новеллы криминальной?
Но я думаю, что это уже в прошлом. Сейчас все более-менее становится законно, все уже такие схемы, они пропадают, в прошлое, так скажем. Так что, я думаю, надо смелее обращаться в банки, брать ипотеку, искать хороших, добросовестных подрядчиков, да, строить свои дома и жить счастливой жизнью. Раньше считалось, что очень хорошо, что в сделке есть посредник в виде риэлтора. На сегодняшний день механизмы банка позволяют это сделать прозрачно, самостоятельно, или все-таки же лучше прибегнуть к специалисту, который, так как говорится, на этом деле собаку съел. Как правило, считалось, что риэлторы — это юристы, которые разбираются в недвижимости. На самом деле не всегда так, да? Это раньше было, да, это так. Сейчас государство регулирует этот момент и хотят сделать реестр именно аккредитованных риэлторов. Для них будут какие-то нормы, да, сейчас это разрабатывается. Не с 15 июня? Нет, не с 15 июня. Я думал, еще один да, подарок. В этом году это точно будет. Уже риэлторов берут под, так сказать, под границы. Это тоже, с одной стороны, наверное, правильно. Это очень хорошо, потому что считаю, в последнее время очень много каких-либо скандалов, связанных с риэлторской деятельностью. А про черных риэлторов, слава богу, нам вроде не приходилось слышать у нас в республике. Слава богу. Да, но в целом по России, конечно, такие случаи были, и это ужасно. Хотелось бы узнать, какие подготовительные нужно работы провести на участке, которые вы выбрали для строительства дома. Я так понимаю, сначала я приобретаю участок, и после этого обращаюсь в банк для получения ипотеки, для строительства дома. Нет, не обязательно. Если у вас нет земельного участка в собственности, и вы не приобретали его ранее, то вы можете воспользоваться также приобретением по льготной программе. То есть на эти денежные средства я приобретаю участок и строю. Да, совершенно верно. Это тоже очень важный момент, который нужно знать. Как раз здесь банки проверяют земельный участок. А можно ли любой участок отсыпать, или все-таки есть какие-то нормы права, которые не позволяют в некоторых местах делать отсыпку? То у нас, я смотрю, люди всегда любят насыпать, чтобы повыше всех был, чтобы никогда не затопило. На самом деле, когда строительным мусором, наверное, вы имеете в виду, отсыпают, да, здесь нужно иметь разрешение от Росприроднадзора о том, какой это мусор, да, не повредит ли он почве и так далее. Если Росприроднадзор узнает о том, что это какой-то такой к какому-то классу относится негативному, да, то здесь, конечно, будут взысканы определенные меры, штрафы, административное правонарушение, как минимум, это точно. Мы тоже сталкивались с незаконной отсыпкой, особенно рядом с водоемами, ведь есть еще береговая линия, которую вообще трогать нельзя. Мы сейчас об этом не говорим, но на самом деле каждый хочет сэкономить на своем участке, это понятно, но если играть в долгую, смотреть на 20-30 лет, то лучше этого не делать, конечно. Да, сэкономия сейчас мы теряем на протяжении многих лет, да? А вообще в топе по строительству домов у нас сейчас какие материалы преобладают? Я думаю, все-таки у нас как-то издревле сложилось, что у нас всегда из дерева стараются строить, или материалов просто не хватает. Может, есть на этот счет какое-то свое видение или статистика? Скажем так, что сейчас все-таки 21 век, технологии не стоят на месте, да? Мы все понимаем, что все хотят быстро, качественно, тепло и энергоэффективно. Сейчас в топе у нас каркасные дома. Вы, наверное, видели, да? Сэндвич-панели, да, вот эти? Да, сэндвич-панели, либо какое-то другое утепление внутри, допустим. Они имеют эффект термоса. В том-то дело, что мы экономим на энергоресурсах, так скажем, да, у кого-то газ, у кого-то электрокотел, да, а оплата, получается, по коммунальным платежам будет меньше, но здесь есть проблема. Все-таки это термос, здесь нужно хорошо проработать вентиляцию. Система вентиляции должна быть просто на ура. Да, чтобы дом дышал и чтобы самим было хорошо, свежо, в общем. Вот так. И что хотелось бы, чтобы летом было прохладно, а зимой тепло. Можно так?
Ну, летом, чтобы было прохладно, это, наверное, про кондиционирование. Да, что бывают душные, просто очень помещения, не знаю, с чего они строятся. У нас первый блок практически заканчивается. Я думаю, что те, кто с нами, они обязательно продолжат быть с нами через короткие 4 минуты, потому что это интересная тема. Я куплю тебе дом. У пруда? Да. Оставайтесь, скоро вернемся. Дорогие друзья, мы продолжаем. В нашей студии сегодня Дмитрий Паньков, руководитель регионального отделения Народного фронта в Республике Саха-Якутия, и Елена Анисимова, юрист, предприниматель и директор строительной компании. Мы говорим о том, как правильно и с чего начать строить дом. И главное, какие ошибки не стоит совершать. Да. И на что обратить внимание? На первом этапе и на последующих. Ну, а я хочу, пользуясь случаем, напомнить, что у нас осталось всего 3 дня по голосованию за объекты благоустройства в Республике Саха-Якутия. И сейчас у нас есть общереспубликанский ролик. Хотелось бы его показать нашим телезрителям. Действительно, видим очень полезный национальный проект. У нас очень много в республике появилось новых общественных пространств, реконструированных. О чем говорить, вот буквально на 80-летие Великой Победы был открыт сквер имени Федора Попова в городе Якутске. Он, кстати, стал победителем вот этого национального проекта по голосованию благоустройства городской среды. И я прям вижу, как люди активно теперь отдыхают на этом сквере, там прям так озеленение хорошо провели, оно и было, но как-то все так облагородилось, и действительно как будто места больше стало, просто вот реально стало больше места. И здорово. Поэтому хочется сказать еще раз нашим радиослушателям, телезрителям точнее, не оставайтесь в стороне, голосуйте, это очень важно, потому что не только должен выиграть определенный объект, а в принципе должна быть заинтересованность граждан субъекта Российской Федерации, потому что этот численный показатель, он влияет на то, сколько объектов будет благоустроено в республике. Поэтому это в наших с вами руках сделать нашу республику краше и действительно комфортной. Ну а мы возвращаемся к нашей основной теме. Елена, вот у нас были на прошлом, я знаю, вы были в эфире, и мне подсказали коллеги, то, что было очень много вопросов после эфира, были звонки, и люди действительно задавали вопросы. Ну вот были вопросы, на которые, наверное, даже и сложно ответить, но, в принципе, логическим путем мы вместе, может, даже с вами постараемся это сделать. Если приобретен участок, но там нет ни света, ни газа, и не знаем, когда он там появится, как узнать, если нет перспективы подключения, как выходить из положения и стоит ли вообще строиться на таком участке. Вопрос сложный. Как будто бы ответ не стоит строиться. Нет, на самом деле я скажу так, что есть в любом случае, если этот участок находится в черте города, например, Якутска, есть план градостроительный, есть понимание в любом случае в ресурсоснабжающих организациях, когда будет газификация, когда будет подключение электроэнергии к этому микрорайону. И, как правило, все равно эти участки, он же не в лесу. Он как-то где-то они мастятся, добавляются к другим каким-то участкам, и идет освоение территорий. И просто на это нужно действительно время. Если участок стоил, извините меня, 500 тысяч,
через 5 лет, когда там появятся все эти коммуникации, он может стоить и до 3, миллиона, до 5 миллионов, ну, смотря какое место. Ну, за 500, конечно, не возьмешь, чтобы он потом в 10 раз там вырос, да, но это действительно так, и самое главное, что по прошествию этого времени можно будет начать строиться. Ну, по крайней мере, это моя субъективная точка зрения. Ну, а где, конечно, участки выдаются гражданам в рамках социальной поддержки, такие как многодетным, да, там в любом случае по законодательству муниципалитет обязан провести инфраструктуру, то есть она, конечно, тоже будет через определенный срок, сразу все не строится, на это нужно время, коммуникации нужно проводить, тем более в наших северных условиях это довольно-таки сложно, но в любом случае они подводятся. Ну, даже тот же взять микрорайон Северный, который у нас был в Мархе, абсолютно без дорог, без ничего, и за энное количество времени, сейчас не вспомню, но лет за 5 там прямо появилось все, вплоть до асфальтированной дороги в рамках безопасных качественных дорог национального проекта. Да, верно. Мы за этим следили тоже, да. В общем, я за вас ответил. Не, мы правда, мы это в перерыве обсуждали тоже. На самом деле это так, да. Лучше строиться. Так, ну и вот интересный вопрос. Мы построили дом год назад, но в нем очень холодно было в эту зиму, несмотря на то, что сама зима была не такая уж суровая. Как и чем лучше утеплять дом, какие современные технологии есть. В интернете много информации, но я боюсь, что для наших зим она не подходит. Вот здесь не написано, да? Вопрос из чего он изначально, да, из чего изначально. Я думаю, что в рамках нашей программы те читатели, да, точнее слушатели и телезрители могут обратиться к нам непосредственно по номеру, который можно указать. Я не знаю, здесь может оставить, наверное, да, на программе. И обратитесь, мы посмотрим и чем сможем, тем поможем. А вообще вот история с заваленками, да? Раньше было актуально. Всегда строили заваленки, а сейчас это не актуально? Это не актуально, да, потому что это сыреет потом, ну, и приходится менять через энное количество лет фундамент. То есть, если фундамент у нас из древесины, то заваленка, она будет приводить к гниению. А если обработать фундамент? В любом случае. Противогрибковыми всякими, это не спасет. Это продлит, конечно, его жизнь на несколько лет, да, но не гарантирует стопроцентное, как бы, отсутствие замены. Ну, в принципе, новые технологии позволяют, да, обходиться без той же самой заваленки, и плюс системы всякие. Ну, сейчас же все выбирают бетонные фундаменты. Они более долговечнее, более стабильные в этом плане. Но бетонный фундамент, он довольно-таки дорогой. Сейчас на рынке лафетный бетонный фундамент примерно одна стоимость. Да? Ну вот, уважаемые да, потому что древесина выросла в цене. Так, и следующий у нас вопрос. Мы с мужем хотим построить дом сами. Опыта у нас большого нет, но с баней справились. Какие советы вы нам дадите? Может быть, есть что-то, что стоит учесть именно в Якутии? Хотим одноэтажный дом. Ну, пока поскромничали. Опять же, вернемся к тому, из чего, да, что мы хотим в итоге, из каких материалов вы хотите. Я думаю, баню делали из дерева. Да, наверное, однозначно. Это самые популярные. Ну, а здесь могут они дом, может быть, они хотят каменный, верно? Ну, тоже верно. Вот, или каркасный, либо деревянный тот же из сосны. Я не могу сказать. Ну, начать, наверное, с проекта. Сколько комнат, посмотреть капитальные стены, нагрузку, да, снеговую, ветровую нагрузку учесть. Но сделать хотя бы какой-то проект, наверное, изначально. Я бы, если честно, доверился профессионалам. Потому что, чтобы потом, скупые платят дважды. Это верно. Вы сэкономили на профессионалах, сэкономили на работах, но по факту потом может, конечно, это стать еще и втридорога. Исправлять сложнее, чем исправлять действительно сложнее, да. Тут я с вами тоже соглашусь. Ну, если они хотят сами, почему бы нет? Может, они находятся очень далеко, допустим, где нет возможности выехать к специалистам. А вот, может, сталкивались, может, обращались к вам, за переделками, да, в компанию. Вот какие чаще всего допускаются ошибки у людей, которые начинают строить самостоятельно жилье? Наверное, подбор материалов, скорее всего, да, и они не видят конечный результат.
Любой профессионал, он всегда видит конечный результат, верно? Вы согласитесь? Ну, для этого, наверное, и нужно... Для этого проект нужен. Да, чтобы был проект, да, он понимает все технические, проектные вот эти вот документацию, ну, все понимает, понимаете? Он для этого учился, у него есть опыт. Извиняюсь, перебью. Да. Средняя цена на проектирование дома, на проект, я думаю, это же не так дорого на самом деле. По сравнению с домом точно дешевле. Ну, однозначно. Мы сейчас говорим о том, что, смотря какой проект, допустим, те, которые требуют банки, это эскизный проект, это визуал. Ага. А мы говорим о конструктиве. Он может быть, от 100 тысяч, это точно. То есть проектно-сметная документация, нам надо подготовить ее. Да, нет, здесь конструктив, какие стены, какая нагрузка, да, вот это вот все для строителей именно нужна именно такая документация, даже не эскизная. То есть полноценный проект с учтенным сопроматом и прочим. Да. Вот. А вот вы сказали, не видят конечный результат. Мне казалось, наоборот, видят вот эту картинку, которая будет в идеале, но не видят нюансов, которые не видят начинку этой картинки. Да, что там должно быть. Поэтому заменяют. Клиент имеете в виду? Да, мне кажется, они наоборот видят как должно быть в идеале. Уже там какого будут цвета у них стены, где будет что стоять, и как все будет. Да, они видят визуал, я соглашусь, да, но смотрите, тот же будем говорить про те дома, которые строят у нас в Якутии, это в основном брус, да, мы говорим о том, что брус, все-таки это живой материал, да, он трескается, синевеет, да, его ведет, все равно неважно, он там профилированный, сушеный и так далее, он все равно имеет такие свойства. А когда мы видим картинку, мы видим, скорее всего, там клееный брус тот же самый, или же имитацию бруса, да, и клиент на самом деле не понимает разницы. А профессионал, он всегда скажет, здесь вот такой вот материал, из такого материала, который вы хотите построить, такой вот результат не получится. Он как раз-то и объяснит, в чем разница визуальной картинки от реальной картинки. Вот в чем дело. А я напомню нашим телерадиослушателям, кто подключился к нам недавно, то, что у нас в студии сегодня Велена Анисимова, руководитель строительной фирмы и юрист с хорошим, очень большим опытом. И вот хочется воспользоваться в том числе вашим опытом в этой сфере. Мы сейчас говорили о профессионалах, а вот людям, они не профессионалы, они заказали дом, любая строительная фирма, абсолютно неважно, на что необходимо обратить внимание при приемке дома. То есть на какие мелочи действительно то, что нужно знать. Если вы не разбираетесь, так сказать, в основных моментах, да, это в основном визуальные такие и технические характеристики, да, мы идем по договору подряда. О чем мы договаривались, да? Вот дом, измеряем, внутренняя часть, наружная часть, из каких материалов, да. Если действительно тяжеловато в этом, да, всем разобраться, и мы нанимаем человека, хотя бы инженера, да. В прошлый раз мы говорили об этом, у нас, кстати, я скажу, есть такие, оказывается, слуги, те, которые принимают, делают осмотр за тебя, да, измеряют технические характеристики. В общем, профессиональный приемщик дома. Да. Надо такую передачу завести. Есть такие услуги. Вот вы сейчас затронули договор. Действительно, а что должно быть прописано в договоре, на что обратить внимание, чтобы потом можно было требовать, да, и вот гарантийные обязательства, наверное, какие-то должны быть обязательно там указаны быть. Конечно, по гарантию там все должно быть прописано, именно конструктив дома, на что дается гарантия, там, на что не дается гарантия. Это изначально нужно, конечно, исследовать, посмотреть, согласиться, прежде чем подписывать. И существенные условия, сроки реализации, на что вы подписались, а именно на какой дом, из каких материалов, когда он приступит. Я думаю, что здесь это любой человек увидит. Это существенные условия договора просто. Договор, мне кажется, это не всегда, там бывает что-то очень мелким шрифтом, и не всегда люди там даже думают, что не понимают даже, что написано, что можно там потом будет как-нибудь это в договорах, наверное, которые там 10-15 страниц, и в основном от банка идет. А вот стандартный договор, наверное, он там... Там все никакого мелкого текста не должно быть, конечно, да. Да, 12-м, это точно. Но там написано все. Если добросовестно
добросовестный подрядчик, он вам расскажет, о чем и так далее. Здесь вот, ну, я думаю, что здесь смотреть, наверное, надо на человеческие качества именно руководителя подрядной организации. А вот это банк, очень важно, я думаю. банк принимает участие в этой истории с договором? Мы сдаем в банк договор? Конечно, конечно. А они его банк проверяют? согласовывает, да, у них есть определенная форма, которой они только согласовывают все по-другому. Ну, потому что банк заинтересован в этом, Конечно. потому что в случае чего этот дом достанется банку, ему его еще потом реализовывать. Конечно, да. То есть здесь, в принципе, есть еще такая защита, да, защита Мгм. в лице банка. Третья сторона сделки, он так и является, потому что он кредитор. Да, в верно, данном Дмитрий, случае. да, Мгм. это точно. Потому Первый что шаг после самый строительства, верный, да. самый важный, вернее, выбор банка и подрядчика. Вот еще интересный вопрос был от зрителей. Нужно ли оформлять пристройку к дому? 2 года назад мы пристроили веранду, а в прошлом году начали ее утеплять. Надо ее оформлять? Конечно, надо. Если дом Веранда. зарегистрирован, обязательно надо увеличивать. Вы увеличиваете свою площадь. Это жилая площадь, соответственно, да. Конечно, ее надо оформить так, как надо, потому что ваш дом не соответствует параметрам. Это же... Но причем, по-моему, к ипотечному Логично. дому ты уже не можешь ничего пристраивать, да? Да, Ты верно, его потому что он в конструктивные залоге, да. особенности не можешь Да, менять. он в Это, кстати, залоге. очень важно. Потому что Никакой веранды, ничего. да, Нет, идет конечно, оценка нет. дома, насколько Да, я помню, да, это при верно. ипотечном кредитовании. Приезжает оценщик, он фотографирует с 8 сторон, и ты ничего не можешь менять в нем. Ни фасад, Пока ни- не заплатил ипотеку. Да, пока не Да. выплатил. То есть Да. банк у тебя его принял именно в таком виде, в котором ты его вот сдаешь. Верно, Ну, да. если ты строишь дом, то ты сдаешь. Если ты приобретаешь готовый дом под 21% сейчас, наверное, уже. Ну, я думаю, что то здесь в есть таком исключение, Дмитрий. Клиент подает заявку, допустим, заявление, да, в банк о том, что он хочет сделать пристрой. Банк, если одобряет, то почему бы нет? Банку выгоднее, потому что это увеличение. Да. Но просто обременение, скорее всего, в кадастровом, в Росреестре, для увеличения нужно будет согласие банка. Да, да, да. То есть, опять же, третья сторона, которая нас с одной Да, да, стороны да. защищает, но она нас не Мгм. забывает обременять по различным вот этим Держит моментам. руку на пульсе. Ну, с другой стороны, банку выгодно же. У нас остается минута до конца эфира. Ну, я думаю, стоит пожелать нашим дорогим, уважаемым телерадиослушателям обязательно пользоваться услугами юриста, если вы хоть в чем-то сомневаетесь. И даже не надо самостоятельно заниматься поисками и серфингом в интернете. Есть действительно очень много фирм, которые сейчас уже в реестрах и у банков. Узнавайте именно эти моменты, которые мы сегодня обсудили. Потому что действительно дом — это очень важно. Это мой дом, моя крепость. И, конечно, как ты его построишь, как ты его введешь в эксплуатацию, от этого зависит дальнейшая твоя жизнь, в том числе, а насколько она будет качественной, удобной и комфортной. Ну, в принципе, только это могу пожелать. Ну и, конечно же, всем здоровья. Спасибо большое, Дмитрий. Я благодарю вас еще раз за организацию эфира, за то, что вы задали правильные, интересные, полезные вопросы, Велена, вас за ответы профессиональные. А наших слушателей и зрителей я благодарю за внимание и всем желаю хорошего вечера. И 15 июня не забудьте Дмитрия поздравить с 30-м днем рождения.